Ассаламу алейкум. Добрый день, дорогие друзья. Представляем вам новый проект канала Даймок Онлайн. И очень надеемся, что этот проект заставит задуматься и остановит от преступных действий хотя бы одного молодого человека. Охрана! Уйди, зарежу! Ассаламу алейкум, махкой. Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики, зрители канала Даймок Онлайн. С вами я, чеченский адвокат в Москве, Саидов Магомед. Представляем вам новую рубрику «Правовед», в рамках которой мы будем повышать правовую грамотность наших зрителей. Будем моделировать те или иные ситуации, которые в большей степени чаще всего встречаются в нашей повседневной жизни. Очень часто клиенты к нам обращаются по тем или иным вопросам. Будем, как говорится, как я повторюсь сейчас, моделировать данную ситуацию, а потом давать им юридическую оценку. Поскольку у нас уже смотрит достаточно большое количество людей, уже география наших зрителей расширилась, рубрика будет вестись на русском языке. Сегодня представлю вашему вниманию ситуацию, которую мы назвали от административного правонарушения до тяжкого преступления за 15 секунд. А в частности, от мелкого хищения до разбойного нападения. Я расскажу вам, как многие наши клиенты проходят этот путь и, скорее всего, проходят его из-за незнания последствий, возможных последствий. Моделируемая нами сегодня ситуация происходит в обычном супермаркете. Представьте, дорогие друзья, следующую картину. В павильоне магазина находится человек, который в какой-то момент решает украсть, к примеру, банку кофе стоимостью 300-400 рублей. Соответственно, эти действия он хочет совершить тайне от окружающих. Да, далее он для этого забирает данную банку кофе с прилавка, кладет в карман и следует к выходу. В какой-то момент осуществления выхода из магазина, его останавливает охрана, просит оплатить товар. В свою очередь, наш доверитель, будучи невозмутимым, проходит далее и игнорирует требования охранника. Охранник пытается пресечь эти действия, как говорится, пытается остановить клиента, а тот, в свою очередь, отталкивает его, дает пощечину, размахивает руками, наносит несколько ударов кулаком и следует далее к выходу. Далее, что происходит? Охранник вновь пытается остановить клиента, на что клиент вытаскивает из кармана нож, размахивает им, говорит слово «я тебя сейчас порешу, отойди», и, как говорится, благополучно уходит из магазина. Вся эта ситуация происходит буквально за 10, 15, 20 секунд от силы. И для человека, не обладающего юридическими минимальными знаниями, в этом ничего и нет. Обычный обыватель думает, ну что я такого сделал? Украл банку кофе стоимостью 300-400 рублей. Ну, штраф выпишут, что тут более. А в действительности давайте проведем эту ситуацию через призму уголовного закона. Отфильтруем, так сказать, с точки зрения уголовного права. В итоге что мы имеем? В тот самый момент, когда наш доверитель находится в помещении магазина и решает похитить ту злосчастную банку кофе стоимостью 300-400 рублей в тайне от окружающих, и если бы у него это получилось, его действия бы усматривались признаки административного правонарушения, предусмотренные статьей 7.27 Кодекса административных правонарушений. И максимальное наказание, которое бы он мог понести, это административный арест сроком до 15 суток. Далее, в тот самый момент, когда его действия стали очевидны для окружающих, и он, не желая отказываться от своих преступных намерений с этой банкой кофе злосчастной, повторюсь, попытался уйти из магазина. Если бы он смог бы уйти, то в его действиях усматривались бы признаки состава, предусмотренные статьей 161, частью 1 Уголовного кодекса России, грабеж. И максимальное наказание, которое бы он мог понести, было бы лишение свободы сроком до 4 лет. В той ситуации, когда наш доверитель применяет насилие уже к работнику магазина, дает ему пощечину, наносит удары кулаком,
Вот эти вот действия перерастают в разряд грабежа с применением насилия. То есть в его действиях уже автоматически наличествуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 161 части 2 пункт Г Уголовного кодекса России. И наказание уже таким вот образом может он понести вплоть до 7 лет лишения свободы. Далее, когда наш доверитель вытаскивает нож, демонстрирует его, угрожает причинением вреда здоровью, вплоть до лишения жизни нашего потерпевшего уже, его действие перерастает уже в разбой. Более тяжкий состав, предусмотренный статьей, то есть в его действиях уже наличествует состав преступления, предусмотренный статьей 162, часть 2 Уголовного кодекса России, по которой санкция, которая предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет лишения свободы. И вот таким вот образом, дорогие друзья, наш доверитель, клиент из административного правонарушения, за которое могло быть ему назначено наказание в виде административного ареста сроком до 15 суток, заработал себе статью, по которой ему светит порядка в пределах до 10 лет лишения свободы. И вот после разбора данной ситуации задаешься ненароком вопросом: а если бы наш доверитель знал бы, понимал бы всю сложность и опасность и тяжесть совершаемых ими шагов, совершил бы он данные действия? Хочется верить, что нет. Поэтому, дорогой наш друг, перед тем, как что-то сделать, подумай. Будь внимателен к своим мыслям, а не начало поступков. На этом, дорогие друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал Дай Мог Онлайн, на наши социальные сети, Инстаграм. Ссылки будут в описании. Телефоны для обратной связи тоже в описании. Звоните, консультация бесплатна. Также хотелось бы, чтобы вы отражали в комментариях, какие бы ситуации вы хотели бы, чтобы мы смоделировали, проверили их с точки зрения уголовного права. Маш Айл, Адекюэл. Всего доброго, до свидания.